Вот какая вы на работе, мы знаем, какая вы все-таки дома. Дома домашняя, абсолютно другая, наверное, потому что для своих близких я любимая, они мои любимые, и мои родители, моя семья, мой сын – это, наверное, то, что всегда согревает, и то, ради чего ты бежишь домой после работы, просыпаешься в воскресенье и искренне хочешь доставить удовольствие своим близким тем, что ты, возможно, несколько часов будешь дома. В воскресенье все-таки иногда бывают, да? Периодически, да, тоже. А блинчики готовите по воскресеньям? Абсолютно люблю, да, я люблю готовить, готовлю, и это знают и мои близкие, это знают мои друзья. Я люблю очень готовить, и всегда сын мой говорит, что: мам, твои блины самые вкусные, но еще есть вкусные бабулины блины, поэтому нет, блины с удовольствием все едят, и это такое домашнее семейное блюдо, мне кажется, которое объединяет сегодня, тем более Масленица, поэтому многие, я думаю, встречают утро блинами. А вот фирменное блюдо Лейлы Ринатовны? Фирменное блюдо мое зависит от настроения, правда. Это могут быть действительно те же самые блины. Это могут быть манты, которые я очень люблю, произносят по-разному, но вот очень люблю готовить блюда, которые всей семьей. Очень люблю суп, и моя семья любит суп тоже. Да. Поэтому суп, но блюда самые простые. Вот то, о чем как раз вы говорите. Это тот самый суп-лапша, и это вареная картошка, вареный картофель с мясом, с зеленью, с маслом сливочным. То есть все, что традиционные кулинарные ценности. Стандартное. Но мне кажется, это самое вкусное блюдо, вот, на мой взгляд. Вкусная еда, это домашняя еда. Хотя иногда очень хочется приготовить что-то необычное. Мои друзья очень любят жареные баклажаны, которые я делаю. И буквально вчера спрашивали рецепт. Обещаю отдать рецепт, потому что просто подзабыла отдать его вчера. Вот поскольку вы напомнили, значит, надо сегодня отдать обязательно этот рецепт. С родителями, с сыном успели сходить и проголосовать? Да. Главный вопрос. Да, и мама с папой проголосовали на своем новом избирательном участке, и поскольку теперь они голосовали немножко на другом участке в связи с появлением образовательной организации рядом, был создан избирательный участок, и моя мама с папой голосовали на другом участке. Для мамы и папы всегда, ну, мы же купим что-нибудь вкусненькое, но мы в этот раз не успели купить вкусненькое, но потом попозже. С сыном тоже проголосовали, и сама тоже проголосовала. Какие впечатления вот на избирательном участке? Вообще, на избирательном участке были очень добрые, хорошие впечатления. Мне приятно, что я могу прийти в эфир и сказать вам, дорогие друзья, мама, папа, огромное спасибо. Я была на многих избирательных участках и видела, что вот то обращение в рамках эфиров, которое было, когда мы сказали: приходите вместе с детьми, покажите, как голосуют, покажите, что это такое за процедура тем, кто еще не голосовал. И когда я была на избирательном участке с родителями, то я увидела папу, который вместе с сыном зашел для того, чтобы показать саму процедуру. И, пользуясь тем вот случаем, я ему говорю, какой вы молодец, что пришли вместе с сыном, показываете. Да, он несовершеннолетний, сказал отец. И, вы знаете, я думаю, что в этот момент отец гордился вообще самим собой, своим поступком. И тут же голосовали две мамы вместе с двумя девочками, это их дочери, которым исполнилось 18 лет, это было их первое голосование, и мамы тоже сказали, что они пришли вместе со своими девочками для того, чтобы быть в этот день вместе. Мне кажется, это очень хорошо. Здорово. Может быть, это излишне эмоционально с моей стороны воспринято, но это очень хорошо, это так приятно. И на следующих избирательных участках такие тоже случаи были, факты были. Я думаю, что родители в этот момент прямо окрылялись, что они что-то могут показать своим детям. И вчера, когда я встречалась со студенческой аудиторией, со своей группой, я тоже спросила, я говорю: а вы придете на избирательный участок с родителями? Вы готовы прийти вместе с мамой и с папой? Дети сказали, что да, они с удовольствием придут на избирательный участок. Но для меня они дети, даже если они студенты. Смотрите, мамы, они помнят чуть ли не каждое мгновение своего ребенка. Первый зуб, первые шаги, первые слова. И если не секрет,
Помните ли вы первое слово Помню. вашего ребенка? И много ли он задавал вопросов? Помню. Если говорить о ребенке, то ребенок рано начал говорить. Это специфика, наверное, сейчас время разное. У каждого по-разному начинают детки говорить. Кто-то поздно, кто-то раньше. Начал говорить очень рано. И первое слово, можете удивиться сейчас все вместе, но первое слово было «счастье». Счастье. Причем произнесено... Даже не мама. Нет. Причем произнесено очень как-то так по-детски, ну, поскольку проговаривались по-другому. Потому что я его звала «Счастье мое». И почему счастье? Потому что достаточно так долгий путь к рождению был там немного. И, соответственно, я все время говорила «Счастье, счастье мое, счастье мое». И очень переживала за его здоровье первые месяцы, очень сильно переживала, поскольку маманя была и ответственная, и делала все, что говорили врачи. Вот говорят, шапочку надень, надевала, говорят, шапочку сними, снимала, говорили, кормить 3 грамма, кормила 3 грамма. В общем, я была очень ответственной мамой, и мне подарили книгу «Твой первый ребенок», и в этой книге такая очень красивая беленькая книжечка, я до сих пор помню, с романтичными такими рисунками, у меня она до сих пор есть, и я записала, что первое слово, оно было немного неспецифичное, оно было «счастье». Счастье, как мог, так и произнес. Но поскольку говорить начал рано, то было, видимо, несложно для него произнести это слово. Удивительно, но это я записала. И поэтому я не только это помню, но я это зафиксировала. И для меня это очень приятный момент. И я думаю, что этому следую и все остальные годы, которые мы проводим вместе. Спасибо за откровенность и искренность. С тех пор мама — это и есть счастье, да, ассоциация. Мы с вами прощаемся. Спасибо большое. А